Российские горнодобывающие компании могут увеличить производство золота до 371,5 тонн по итогам 2020 года. В настоящее время со стороны недропользователей продолжается рост производства. Статистические данные по объему добычи драгметалла за 3 квартала 2020 года еще находятся в процессе сбора. Несмотря на это, промежуточные результаты уже позволяют прогнозировать дополнительный прирост. По плану из 371,5 тонн золота 292 тонны составит драгметалл, полученный при добыче. Еще 18 тонн будет извлечено в качестве попутного компонента. Ожидается, что по отношению к прошлому году 7% прирост будет получен благодаря увеличению производства золота в концентратах. Оставшиеся 35 тонн золота приходится на драгметалл в результате вторичного производства. Выручка золотодобывающей компании «Полюс» за 3 квартала текущего года увеличилась на 28% и составила $3,5 миллиарда. Рост вызван увеличением средней цены реализации аффинированного золота. Как следует из финансового отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности, данные факторы также оказали положительное влияние на скорректированный показатель EBITDA, который в отчетный период увеличился на 42% и составил $2 миллиарда 600 миллионов. Капзатраты компании снизились на 7% в сравнении с показателями за 3 квартала прошлого года. Чистая прибыль полюса за 9 месяцев составила $811 миллионов, что на 35% меньше, чем по результатам 3 кварталов прошлого года. Однако с учетом финансовых корректировок данный показатель увеличился на 63%. Положительный эффект оказало увеличение выручки. Алроса по итогам января-сентября выручила 119,5 миллиардов рублей, что на 29,7% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Снижение показателей является следствием сокращения объемов продаж из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры на фоне ограничений, вызванных COVID-19. Однако в квартальном соотношении выручка организации демонстрирует рост, что свидетельствует о постепенном восстановлении спроса на алмазно-бриллиантовую продукцию. Как следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности, себестоимость продаж также снизилась и составила менее 56,5 миллиардов рублей. Алроса сократила затраты на выплаты работникам, топливо и энергию, а также другие составляющие. Кроме того, по результатам 3 кварталов более чем на 9 миллиардов снизились перечисления по НДПИ. При этом прочие расходы организации выросли до 2 миллиардов 300 миллионов рублей в текущем отчетном периоде. Из них 1 миллиард 400 миллионов рублей – затраты, связанные с простоями в работе на месторождениях Айхал, Заря, Зорница и Верхнемунская. В продолжение темы Алроса не исключает выплаты дивидендов по итогам года в районе 70-100% от свободного денежного потока в случае сильных продаж в декабре. Акционеры Алросы на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за второе полугодие 2019 года в размере 19 миллиардов 370 миллионов рублей или 2 рублей 63 копеек на акцию, что соответствует 100% свободного денежного потока за период. Алроса прогнозирует запасы алмазов 26-27 миллионов карат на конец 2020 года по сравнению с 30 миллионами карат на конец сентября. Компания также прогнозирует продажу алмазов в ноябре на уровне сентября. Алроса также может принять положительное решение по восстановлению рудника «Мир». Такое решение увеличит капзатраты компании на $200-300 миллионов на период 5-7 лет, начиная с 2025-2026 годов. В прошлом году Алроса приняла концепцию, согласно которой решение относительно будущего рудника «Мир» с 2017 года, находящегося на консервации после аварии, будет принято после доразведки глубоких горизонтов месторождения. При условии положительных результатов исследований, работы по восстановлению рудника могут быть начаты не ранее 2024 года. В таком случае добыча на руднике может возобновиться не ранее 2031-2032 годов. Власти Якутии планируют развивать креативные направления, в которых у республики имеются хорошие компетенции. Как сообщил глава региона Айсен Николаев на форуме «Сильные идеи для нового времени», к таким отраслям можно отнести кинематограф, анимацию, дизайн и архитектуру. Он также отметил существование ряда вопросов на федеральном уровне, которые необходимо решать. Так, по его словам, должна вестись статистика, оказана поддержка государства. Также он озвучил идею создания кластера труда на Дальнем Востоке, связанного с производством цифрового контента.
Это были новости экономики на Якутия 24. Выпуск подготовила Нургуяна Иванова.